На Западе звездные лица помогают поднимать продажи на значительные суммы. По данным компании Omega, производителя дорогих часов, после выхода роликов с киноактером Пирсом Броснаном продажи выросли на 20%, а баскетболист Майкл Джордан принес компании Nike около 120 миллионов за 1984 год. В Казахстане многие артисты зарабатывают больше за счет рекламы, в частности певцы, актеры и блогеры, гонорары которых редко превышают заработок с рекламы. Тесная дружба творчества и бренда влияет на позиционирование, репутацию и качество контента. В одном случае это происходит вот так. Но также взаимодействие между ними может быть и таким. Плохо продуманная реклама не только портит репутацию знаменитости, но снижает продажи. И правило «плохая реклама тоже реклама» формирует у людей только негативный настрой. Давайте разберем, как строится хорошая коллаборация между брендами и артистами на примере клипа Ирины Кайратовны «Чина» и рекламы мужского дезодоранта Old Spice. Если говорить про категорию дезодорантов и вообще вот этого мужского аромата, Old Spice, наверное, единственный бренд, который достаточно смел, чтобы сказать парням: ребята, ухаживать за собой, хорошо пахнуть – это совершенно нормально. В этом году Old Spice компания Чина поставила амбициозную задачу эти барьеры сломать, чтобы парней вовлечь в категорию дезодорантов намного сильнее. Когда мы планировали этот проект и задумывали его, конечно, мы были уверены в том, что он будет успешный. В конце концов, это два очень крутых бренда. С одной стороны, Old Spice, знаменитый бренд во всем мире, и очень крутой, драйвовый, дерзкий. А с другой стороны, Ирина Кайратовна, безусловно, это top of the top. Хотели говорить с потребителями о теме мужественности. Кому, как не таким молодым парням, казахстанцам, об этой мужественности рассказывать, как не Ирине Кайратовне. И, конечно, когда наша команда встретилась с самим коллективом, здесь возникла абсолютная химия. Ребята поняли, что их многое объединяет. И эта химия, конечно, один из больших факторов успеха самой компании. Были очень большие ожидания и очень конкретные требования со стороны бренда Old Spice, маркетинг-команды и бизнес-команды. С одной стороны, и с другой стороны, мы очень четко понимали, что мы хотим сделать по творческой составляющей. У нас изначально была цель такая — сделать песню хитовые локально. Ну, в целом, такие компании, рекламные кампании, песни, когда создаются, они очень сильно у народа ассоциируются вот с какой-то такой компанией, вот эта песня, рекламная. Мы изначально хотели сделать так, чтобы песня была отдельно жила помимо рекламы. И локально, чтобы она была хитом. Для этого и используется, например, вот само слово «ханат тандырмандыктарыңыздан», это вот я сейчас дальше расскажу. Мы какие-то такие вот теги искали, чтобы вот зацепиться, чтобы это вот слушалось. Здесь команде пришла на ум пословица, поговорка «Аузнамай Астанатай», что, в принципе, говорят вот человеку, который принес благие вести: кусок масла тебе в рот и хорошего коня. Команда перефразировала вот эту поговорку, фразу «Иснесай Астанатай», что означает «чем круче аромат, тем круче конь». Был лозунг готовый у Old Spice «Снесай Астанатай». Мы должны были как-то из этого сделать песню. Мне очень хотелось сделать классный рекламный кейс, музыкальный. У нас был один вариант танцевальный, где вот как раз-таки впервые зародилась «Снесай Астанатай Аузнамай», вот этот момент. Этот вариант им не очень сильно понравился. Мы начали искать другие варианты. Возвращались, я дергал пацанов: давайте еще, потому что команда в какой-то момент была истощена. То есть там очень сжатые сроки у нас. И Илюха с Бахтияром, вот они вместе разгоняли идею, и у них куплет получился так, что вот про чину, капучино, вот это вот пахнет как мужчина, там они просто в прикол начали разгонять. Вот, и потом мы показали эту демку, и вот Old Spice просто говорит: все, вот она. Вот то, что есть, там буквально было 5-6 строчек, что ли, больше ничего, там демка на 20 секунд. И им понравилась идея вот Чины как-то. Вот они изначально нам сказали, что персонаж, ну его тогда не Чина звали, а просто вот персонаж, например, в Америке это Терри Крюс. Они позиционируют его как старшего брата. То есть это не такой ловелас там какой-то или что-то еще, а это просто старший брат, который тебя мотивирует на что-то. И вот музыка должна быть соответствующая. Образ Old Spice, если вы помните первый, вот это вот черный, да, Терри Крюс, «Хей!» вот. Надо было сохранить его образ, показать в казахском стиле, на коне, показать такого вот необычного, харизматичного персонажа. Здесь был какой-то баланс между творческим каким-то процессом и рекламным процессом. То есть мы сами вместе с Марией Мун, я и команда Procter & Gamble, мы с самого начала сами были в процессе изучения всего этого. Мы
искали, как лучше. То есть мы были вовлечены больше. Для меня он особенный персонаж. Мы чем-то вот похожи с Чиной. Чуть-чуть есть. У меня живет маленький такой кусочек Чины. Чина, он такой персонаж, он открытый, он любит помогать, он душевный такой персонаж. Было опасение, что скажут, что это сильно мы ушли в коммерцию, но из-за того, что там такой сильный припев, оно приобрело какой-то статус народной песни, особенно летней народной песни. Сложно было защитить припев перед Old Spice, когда мы записали его, я все говорю, это все, это то, что надо, это все, вот, в душе у меня ёкнуло, я говорю, все, это то, что стоит, это нельзя менять, это надо оставить. Но просили поменять припев, убрать канагат. Безусловно, были моменты, где обе стороны отстаивали свою точку зрения, и в том числе мы много провели звонков, дебатов и дискуссий на тему того, оставить ли в песне слово «канагат эндерл магандак барангздан». Да, потому что была идея это слово убрать в какой-то момент, но в итоге как раз по настоянию творческой команды, особенно Бахтияр, вот мы с ним отстаивали факт, что это слово в том числе имеет большой вирусный потенциал. Самое главное было оставить нашу дурку, звучание, вот этот весь дикий вайб, и донести посыл. Ну и плюс мне очень кажется, что Old Spice идеально мэчился с Сика как бренд. Они любят шутки, мы тоже любим шутки, и у нас очень много общего. Клип уже идет 50 миллионов просмотров, и мне кажется, это уже доказывает о том, что мы точно не ждали этого. И здесь охваты случились фантастические, рекордные. Мы с гордостью для себя отмечаем, что 90% целевой аудитории парней и мужчин в Казахстане увидели нашу рекламу. 15 миллионов раз был прослушан трек. Само видео клипа Ирины Кайратовны посмотрели более 40 миллионов раз. Вот. И для нас, конечно, это самое главное, самое большое достижение этой компании. Но, конечно, мы не могли предположить, что успех будет настолько большой. Мы точно не прогнозировали, что мы попадем с этим проектом в топ-100 клипов мира. Поэтому успех однозначно мы планировали, но даже свои собственные ожидания мы превзошли в несколько раз. Это было степное видеоэссе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям и до скорых встреч. Пахнет на коне, у него огромный план, Чина, братан, Чингис.